Друзья, здравствуйте. Меня зовут Денис Кулькин, я главный редактор журнала National Business. В этом году вместе с KSL мы решили разобраться, что такое цифровизация. Так вот, Вадим расскажет о роли телекома в цифровизации бизнеса. Вадим, прошу вас. И когда я думал о том, о чем мне рассказывать, я думаю так, наверное, что в первую очередь мне нужно будет доказывать или рассказывать о том, что телеком — это, скажем так, основополагающая цепочка в диджитализации. Потом я подумал, зачем доказывать аксиому? Потому что, мне кажется, большинство из вас понимают, что телеком — это реально основа, так называемый enabler диджитализации. Но быть enabler'ом — это не совсем быть двигающим процессом. Будет ли или станет ли телеком-оператор именно движущей силой диджитализации или нет, здесь уже зависит от самого телекома. В начале года мы перевалили планку в 50%, где больше 50% наших услуг — это не мобильная связь. То есть можете себе представить, что вот традиционные сервисы, они смещаются в сторону нетрадиционных. Примеров и кейсов достаточно много. Могу привести несколько. Да? Например, с точки зрения маркетинга мы предоставляем возможность оценить какие-то решения, принимаемые компанией, прежде чем попробовать. Например, с банком. Да? Банк думает, где поставить банкоматы. Он знает свою целевую аудиторию, он знает, кому идти и кто им нужен. Мы говорим, где в основном обитают его клиенты. Или, например, продукт Direct Marketing. Мы точечно, очень таргетированно можем сказать, что вот эта аудитория ваша, и, соответственно, выслать смс-оповещение именно в эту аудиторию. Соответственно, конверсия растет, общая стоимость проекта снижается, и все в плюсе. В прошлом году мы позиционировали себя и видели себя как партнера для бизнеса в цифровой трансформации. Но на сегодняшний день мы поняли, что быть партнером — это немножко узко, в том плане, что партнерство предполагает под собой работу между двумя единицами, двумя объектами, двумя или тремя объектами. Мы же хотим стать так называемой бизнес-экосистемой, где мы не просто помогаем одному из наших клиентов или одному из наших партнеров, мы помогаем партнерам между собой находить какую-то выгоду. И плюс ко всему доходить до конечного пользователя, то есть консюмера. Такие сложные связки, как B2B2B или B2B2C, это то, к чему мы стремимся. И вот эта бизнес-экосистема поможет нам в этом, я, по крайней мере, в этом 100% уверен. Мы на сегодня пока не понимаем, для чего нужна 4-я индустриальная революция, что там индустрия 4.0 из себя представляет, как она будет реализовываться. То есть в массовом характере у нас нету этого понимания внутри страны. Много барьеров, да, технологий не хватает, людей не хватает, да, процессы не соответствуют, у нас нету интеграции с большими внешними системами. Но при всем при этом есть самые важные моменты. И на сегодня мы четко понимаем, что для индустрии 4.0 все вращается вокруг 3 вещей. Это вопросы технологий, это вопросы процессов, это вопросы людей. С кого нам все-таки начинать, чтобы эти процессы задвигались быстрее? Наше мнение, что сегодня мы самый слабый аспект и самый важный приоритет для развития индустрии 4.0 и цифровизации в Казахстане — это необходимость развития процессов. Первая часть — дерегулирование этих процессов, и второй вопрос — стимулируем на их совершенствование и развитие. В принципе, мы проводим, как KPMG, много исследований глобально, стараемся привлекать наши отечественные компании, но хотелось именно локализовать, и посмотреть мнение именно IT-руководителей в Казахстане. И поэтому мы хотели совместить взгляд на государственный сектор, на квазигосударственный и на частный сектор с точки зрения применения различных IT-технологий. У 75% компаний объем инвестиций в IT, в цифровые технологии год от года растет. Причем растет по всем статьям, и по персоналу, и по программному обеспечению, и по инфраструктуре, и по коммуникационному оборудованию. И на первом месте в Казахстане сегодня стоит переход в облака, облачные технологии. Второе место — это решения, связанные с Big Data и с аналитикой. Третье — искусственный интеллект, интернет вещей. На последнем месте пока блокчейн, но тем не менее все респонденты говорят, что они внимательно смотрят на эту технологию и в ближайшие пару-тройку лет хотят все-таки реализовать какие-то решения на этой технологии.